В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов и Юлия Великодная. Смотрите в этом выпуске. Непогода стала причиной задержки в аэропортах страны сотни пассажиров в ожидании вылета в Якутск. 3 человека пропали в Анабарском районе. Для поисков подняли авиацию. 2 мужчин и женщина не дают о себе знать с субботы. В Алроса избран новый состав наблюдательного совета. В его состав вошли руководители региона и представители муниципальной власти. Вернуть права по лишению стало сложнее. Вступили в силу новые правила восстановления водительских удостоверений. Олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов. В Якутии стартовал новый вид соревнований. В Ленске определяются с проектом по благоустройству города. Какие проекты стали привлекательны для ленчан, обсудили в общественных слушаниях. Непогода стала причиной задержки сразу нескольких рейсов в Якутск из центральной части России. Самолеты авиакомпании «Якутия» и «Аэрофлот» были направлены в поселок Чульман Нерюнгринского района. Своих вылетов ждут сотни пассажиров как в Якутске, так и в Чульмане. Для последнего эта задержка стала очередным испытанием, поскольку аэропорт поселка не рассчитан на такое количество пассажиров. Но как и неделю назад, когда также произошла череда задержек, местные власти постарались организовать все для приема людей. Нами было проведено оперативный штаб с представителями авиакомпании «Якутия», работников аэропорта города Нерюнгри, представителями МЧС, силовых ведомств по текущей ситуации. На данный момент принято решение о размещении пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» в пункте временного размещения поселка Чульман ориентировочно до 2 часов 25 минут завтрашнего дня утра. В аэропорту Якутска на вылет сегодня были задержаны 13 рейсов. Вылеты самолетов до Усть-Маи, Жиганска и Верхневилюйска были назначены с аэропорта Маган. 3 рейса были направлены на запасной аэродром в Нерюнгри. Это рейсы Москва-Якутск и Новосибирск-Якутск. Пассажиры международного рейса Сеул-Якутск ждали вылета в аэропорту Хабаровска. Видимость в аэропорту столицы была на уровне 200 метров, влажность 96%. В Анабарском районе пропали 3 жителей села Юрюнгхая, выехав из села Соскылах. Об этом нашему телеканалу сообщили в единой диспетчерской службе района. В субботу проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям района для организации поиска пропавших. Такое же совещание прошло и в администрации села Юрюнгхая. Поиски продолжаются. Группа намерена проверить все охотничьи домики по маршруту. Расстояние между селами 160 километров. Температура воздуха в местности минус 11 градусов. Предварительно 20-го примерно 16 часов вылетело воздушное судно Ми-8 Алмазов Анабара, где посадили местного жителя, знающего местность, Спиридонова Сергея Афанасьевича, для визуального осмотра пропавших по дороге, по дороге в село Соскылах. Но визуально пропавших не обнаружили. И сформирована поисковая группа, 3 человек и 2 снегохода. Глава республики Айсен Николаев вошел в состав наблюдательного совета компании «Алроса». В совете 15 человек, 7 из них от России, 5 от Якутии, 1 член от муниципального образования и 2 независимых директора, которые избираются от инвестиционных компаний и фондов. От республики в новый состав совета вошли руководитель региона Айсен Николаев, председатель правительства Владимир Солодов, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева и генеральный директор фонда будущих поколений Сергей Местников. Избран новый состав правительства, руководство республики. И в этой связи было инициировано Министерством имущественных и земельных отношений требование о созыве внеочередного собрания акционеров с тем, чтобы избрать новый состав наблюдательного совета. Вот сегодня по итогам голосования кворум достаточно большой, 81% акционеров приняли участие. Новый состав будет работать 1 корпоративный год. В компетенцию наблюдательного совета входят вопросы стратегического планирования, вопросы одобрения концептуальных документов, в том числе программ, бюджета компании на соответствующий год и одобрение сделок, которые компания осуществляет в ходе своей хозяйственной деятельности.
Со следующего года гражданам предпенсионного возраста будет предложено пройти переобучение и повышение квалификации, чтобы быть конкурентоспособными. Минтруд страны подготовил соответствующий проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Сколько людей будет охвачено переобучением и какие профессии будут предложены в материале Дмитрия Тымырова. Мария – студентка второго курса медицинского колледжа. Год тому назад решила осуществить мечту детства – стать медицинским работником. Тогда ей было 49 лет. Ну, я не скрываю, конечно, свой возраст. Да. Вообще я мечтала с детства. Я мечтала с детства, но так как у меня моя сестра врач, и мама моя сказала, что в семье должен быть один медик, поэтому эта мечтой осталась. Вот. И через 34 года я решила воплотить свою мечту в жизнь, и в прошлом году я вот поступила. Тогда она не обратилась в Центр занятости города Якутска. Цели у нее масштабные. И профессии, которые предлагались в Центре занятости, не подходили ее запросу. У меня есть цель, да, я хочу открыть свой пансионат, да, для пожилых людей. Чтобы пожилые люди, да, жили и лечились. И общение, чтобы было у них, как у себя дома. Но пенсионная реформа внесла свои коррективы. Теперь же государство обратило внимание на людей предпенсионного возраста. Со следующего года по всей стране заработает программа переобучения, переквалификации граждан предпенсионного возраста, что откроет новые горизонты людям пожилого возраста. Данная программа будет финансироваться из государственного бюджета и охватит 80 тысяч граждан ежегодно. По этой программе в нашем регионе будет переобучено 581 граждан предпенсионного возраста. На реализацию программы из госбюджета страны будет выделено 5 миллиардов рублей. Каждый субъект получит денежные средства на реализацию проекта. До 2024 года данным документом для республики выделяется порядка 49 миллионов рублей. Сегодня специалисты Госкомитета по занятости населения республики уже определили примерные профессии, по которым будут переобучать жителей Якутии. На сегодня это порядка 40 профессий, востребованные в основном где-то 80% занимают это технические профессии, такие как водители различных категорий, и горнорабочие, комплектовщики, мастеры общестроительных работ, именно это в сфере строительства. Да? И для женщин есть такие профессии, как секретарь руководителя, делопроизводства, электронное делопроизводство и в сфере торговли и общепита. Переобучение будет занимать 3 месяца с отрывом от основной работы. Во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты. Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тысячи рублей. Все расходы на себя возьмет государство. Для предпенсионера это будет абсолютно бесплатно. Граждане должны будут обращаться в Центр занятости, и центры занятости уже будут их направлять по образовательным организациям. Мы должны их определить. Это, скорее всего, конечно, будут наши образовательные организации профобразования, среднего профобразования, которые расположены и функционируют в районах, улусах нашей республики. Здесь совместная работа будет проводиться с Министерством образования и науки. Реализация программы во всех регионах начнет работать с января 2019 года. Сегодня проект дорабатывается. Уже в ближайшее время будут определены учебные заведения, в которых будут проходить переквалификацию и обучение граждане предпенсионного возраста. Якутяне принять участие в данном проекте смогут с июня 2019 года и начать получать новые профессии. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Вернуть права по лишению стало сложнее. Вступили в силу новые правила восстановления водительских удостоверений. Олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов. В Якутии стартовал новый вид соревнований. В Ленске определяются с проектом по благоустройству города. Какие проекты стали привлекательны для ленчан, обсудили на общественных слушаниях. Собрание сочинений Пушкина и Достоевского, отраслевые справочники и краеведческая литература. Богатство библиотеки лицея в Алданском районе в нашем репортаже. В эфире «Итоги дня». Мы продолжаем.
И новость для автолюбителей. Если не удалось обойтись одним только штрафом и за нарушение правил дорожного движения лишили прав, то вернуть их будет не так-то просто. Вступили в силу новые правила восстановления водительских удостоверений. Теперь автомобилисты смогут их вернуть только после того, как оплатят все выписанные штрафы. Кроме того, им будет необходимо пересдать экзамен на знание правил дорожного движения. Ну а те водители, которых лишили права управлять автомобилем за пьяную езду, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования. А в Ленске решили обратить внимание на проблемы местной автостанции. В администрации города прошли общественные слушания, на которых обсудили 3 проекта по благоустройству. Это благоустройство автостанции, где сходятся все городские маршруты. 2-й проект – обустройство велосипедных дорожек в парке. И 3-й – создание приюта для бездомных животных. По итогам предварительного голосования был выбран проект по благоустройству автостанции, который поддержали собравшиеся на общественных слушаниях жители Ленска. В этом году в рамках этой программы было установлено освещение по улице Победы от здания МЧС до микрорайона Алроса. Проект обошелся в 1,5 миллиона рублей. Что такое программа поддержки местных инициатив? Сегодня государство и на уровне уже муниципалитетов дает возможность принять участие самим жителям в выборе проекта по благоустройству своего населенного пункта. Граждане при помощи голосования определяют из 5 объектов 3 объекта, которые им необходимы, жизненно необходимы в населенном пункте. В Якутске открыли отборочный этап чемпионата Обилимпикс. Обилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству, как WorldSkills, но для студентов и школьников с ограниченными возможностями здоровья. Подобные соревнования – новшество в Якутии. О его значении для конкурсантов узнавала Марианна Кутукова. Второкурсница Якутского техникума сервиса Дарья участвует в компетенции «Кондитерское дело». Это ее 2-й чемпионат. В прошлом году новоиспеченной студентке победа не далась. На этот раз Дарья настроена только на финал. Сильно волновала, и что-то у меня не получалось. У меня было очень много грубых ошибок, поэтому в этот раз мы все дорабатывали, как что-то получили. В этом году в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов Обилимпикс участвуют 89 конкурсантов. Студенты и школьники будут соревноваться по 15 компетенциям. Конкурсы пройдут на базе 10 учебных заведений республики в Якутске, Жатае и Нерингри. Есть совершенно новые компетенции. Это все 5 школьные компетенции. Вязание крючком, бисероплетение, фотограф-репортер, мультимедийная журналистика и резьба по дереву. Также у нас 10 компетенций студентов, такие как портной, кондитерское дело, сетевое системное администрирование, массажист, экономико-бухгалтерский учет, предпринимательство. Профориентация, мотивация и трудоустройство инвалидов – главные цели и задачи чемпионата Обилимпикс. Итоги 2 предыдущих конкурсов доказывают – чемпионат помогает и раскрывает таланты. Мы должны уйти на региональные площадки. То есть в большинстве районов республики такой чемпионат нужен, потому что в него вовлекаются работодатели. Работодатели отбирают для себя тех, кто будет у них работать. Ну и это дает стимул для обучения, для того, чтобы расти профессионально. Поэтому мне кажется, что у этого чемпионата хорошая история. Для каждого участника, как и для Дарьи, этот чемпионат – шанс показать свое мастерство и стать лучшим в своем деле. Никогда не думала, что стану кондитером, но как-то пошло так. Я у себя принимала заказ на торт. У меня были постоянные клиенты. Я вдохновила певиха, которая якутская эстрада Далана, она торты пекла, рецепты писала. По ее рецептам я делала торты. У нее научилась, потом поехала. Соревнования стартуют завтра. Лучших объявят через 3 дня. Победители попадут в финал национального чемпионата, который состоится ровно через месяц в Москве. Марианна Кутукова, Владимир Павлов, Якутск. Сегодня исполнилось 200 лет со дня рождения первого якутского епископа Дионисия Хитрова. Священнослужитель посвятил себя изучению культуры, нравов и быта якутского народа. О человеке, который открыл новый путь православия в Якутии, материал с Аргаланы Захаровой.
43 года посвящения якутской земле и проповедования людям Слова Божьего. Преосвященный Дионисий Хитров – первый якутский архиерей. Он посвятил себя изучению культуры, нравов и быта коренного народа. Перевел духовные книги на якутский язык и составил первую якутскую азбуку на основе кириллицы. Святитель Иннокентий с самого начала, тогда еще отцу Дмитрию, говорит учить якутский язык. Отец Дмитрий на тот момент не был уверен в своих силах. Очень смущался, говорил, что он не имеет таких способностей, но, как оказалось, способности у него были. В 2017 году якутская епархия представила фильм о Дионисии Хитрове «Первый якутский». Это рассказ о жизненном пути архипастыря. В 1841 году он впервые приехал в Якутск. Город встретил его холодно. Первую ночь ему пришлось провести в лодке. Однажды отца Дмитрия пригласили к больному якуту. Перед смертью тот хотел исповедаться. Но из-за незнания языка вновь прибывший священник не смог понять слова умирающего. Молодой человек плакал от отчаяния, потому что не понимал языка человека, уходящего в мир иной, и не мог принять исповеди. Он объездил все улусы. В год он проезжал и проходил больше 10 тысяч километров. Спустя 17 лет жизни в Якутии он уже знал язык в совершенстве. Перевел и издал духовные писания. А в 1859 году, когда книги из Москвы доставили в Якутск, прошла первая служба на якутском языке. На данный момент переводы епископа Дионисия и переводческого отдела под его руководством имеют скорее историческое значение, но это база. Это база, без знания которой, в общем-то, невозможна дальнейшая работа. В 1858 году в Якутск перевели семинарию с острова Ситха. Ее возглавил епископ Дионисий. Она стала кузницей кадров и якутской интеллигенции. В последующем в сане епископа с 1867 по 1983 года Дионисий Хитров организовал 36 новых приходов, построил храмы и часовни, открыл церковно-приходские школы и библиотеки. Сохранились из них немногие. Фотография Момской Николаевской церкви, она сейчас восстановлена. Вот там он был, Ханул. Сейчас церковь восстановлена, в ней в советские годы было отделение почты. Сейчас священник, который там служит, ее, можно сказать, своими руками строит. И вот в этом году было переосвящение, великое освящение. До глубокой старости Дионисий Хитров занимался миссионерством. В каждом якутском селе его тепло встречали. Не стало архиерея 21 сентября 1896 года. Он погребен в Москве в Покровском монастыре. 3 года назад благодарные якутяне установили на фасаде церкви табличку в память о первом епископе якутском и вилюйском преосвященном Дионисии. Светлана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. А главным учением в любой религии во все времена была книга. Именно книги – главное богатство библиотек. Читальню Алданского лицея можно по праву назвать сокровищницей. Собрание сочинений Пушкина и Достоевского, отраслевые справочники, краеведческая литература. А сегодня, в Международный день школьных библиотек, к литературным богатствам лицея прикоснулись наши алданские коллеги. Геннадий Донец, да. Собрание сочинений Александра Пушкина 1937 года, издание «Тисненные книги Достоевского», словари и отраслевые справочники времен царской России, краеведческая литература и произведения местных авторов. В библиотеке Алданского лицея имеются раритеты, которые сегодня стоили бы состояние. 1890 год. И здесь тоже есть автограф. Я думаю, что, наверное, у нас же в Алдане многие люди занимаются добычей золота. Вот она называется «Металлургия золота». 17 тысяч экземпляров. Таков фонд библиотеки лицея. Ее по праву можно назвать сокровищницей. Часть книг лицей унаследовал от библиотеки райкома комсомола, которая, будучи в советское время главной в районе, хранила в своих фондах поистине бесценное богатство. Без чтения литературы человек не может состояться как личность, в том числе. В литературе можно найти ответы совершенно на все вопросы, которые интересуют как малыша, так и взрослого человека. Почти 100 лет назад, когда Алдан был маленьким старательским поселком, здесь кипели нешуточные страсти. Книга «Алданцы» Геннадия Донца повествует о том, как начиналась добыча золота на ручье Незаметном. Алданцы захватывают с первых строк, но ценность произведения не только в его содержании. Автор этой книги Геннадий Донец, он оставил вот такие автографы. Ну, вот он написал, что на Алдане прошло
мое детство. Яркое, тревожно-романтическое. Такого замечательного детства, я уверен, я не знал бы нигде. Энциклопедии старшеклассникам необходимы всегда. Прописанные в многотомных изданиях истины, к какой бы сфере они ни относились, годам не подвластны. Реформы изменят систему образования, может быть, не единожды, но справочная литература для грызущих гранит наук была и будет востребована. Жемчужина большая такая у нас – это энциклопедии. Первое издание энциклопедии – это 30-й год. Потом была она переиздана, советская энциклопедия, тоже в 2 вариантах. Периодика, классика, современная и справочная литература, предпочтения школьников разнообразны. Богатствами библиотеки могут воспользоваться не только ученики лицея. Двери читальни открыты всем желающим. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. О других событиях в Алданском районе расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. В эфире новости Алданского района. Здравствуйте. Лучшая защита против гриппа и простуды – профилактика, говорят врачи. Меры подразделяются на специфические и неспецифические. К первым относится вакцинация. Прививочная кампания продолжится до конца октября. В настоящее время привито свыше 90% детского населения. Неспецифическая профилактика включает оздоровление и закаливание, направленные на повышение иммунитета и предупреждение возможной болезни. Во главе угла вакцина, профилактика. Второе – это будет, конечно, здоровый образ жизни. Это обязательно прогулки. Материально-техническая база Алданского политехникума существенно пополнилась тяжелой техникой. Средства на развитие центров экономического роста Якутия получила из федерального бюджета. Деньги были распределены между 6 СУЗами. Алданская кузница промышленных кадров приобрела автогрейдер, экскаватор и бульдозер, а также стрелковый тир и оборудование для лабораторных. В ближайшие дни в автопарке появится КАМАЗ и 4 автомобиля «Рено». Предстоит сборка, ребята будут собирать и учиться. Психологическая подготовка к экзаменам не менее важна, чем предметная. В школах реализуется комплекс мер, нацеленных на снижение тревожности и снятие напряжения. Групповые тренинги, опросы, анкетирование. В случае выявления факторов риска с ребенком начинается планомерная индивидуальная работа. Не нужно бояться ЕГЭ и ОГЭ, повторяют ученикам 9 и 11 классов педагоги. Тестирование обязательно, психологическая помощь, работа с родителями. В продолжение темы в школах завершается месячник психологического здоровья. Дни улыбок, недели приветствий, джинсовые будни, а также творческие проекты и увлекательные квесты. Октябрь выдался интересным и плодотворным. Традиционно месячник объявляется весной и осенью. Основная его цель – выявление психологических проблем индивидуального и коллективного характера, а также формирование комфортного микроклимата в учебных заведениях. К другим новостям. В Алданском районе реализована программа по благоустройству «Городская среда». На минувшей неделе состоялась торжественная церемония открытия Сквера Победы. Удобные скамейки и уютные беседки на прогулочных аллеях, игровые площадки для самых маленьких отдыхающих, цветники и большой фонтан. Старый сквер преобразился до неузнаваемости и, несмотря на октябрьские морозы, сразу стал любимым местом отдыха и прогулок алданцев. Ну, сейчас вся молодежь теперь тут будет. Но я говорю, чтобы все сохранилось только. Не сломали, не... Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией. К новостям спорта. Якутск проводил участников и гостей чемпионата России по боксу. Соревнования стали отправной точкой к Олимпийским играм в Токио, поскольку победители в Якутске получают путевку на мир, где разыграют именные путевки на старт 4-летия. Все наши надежды были связаны с якутским боксером Василием Егоровым. И он оправдал эти надежды болельщиков. Подробности в материале Сарглан Захаровой. Главный старт года – чемпионат страны по боксу. Порядка 400 гостей, именитых спортсменов, звезд мирового и российского бокса в Якутске. Александр Поветкин, Олег Саитов, Альберт Салимов, Марк Кремлев. Это только малая часть всех сильнейших спортсменов, которые побывали в эти дни в столице республики. Один из самых сильных турниров на территории Российской Федерации по боксу – это чемпионат страны. Это самый важный турнир, потому что он формирует команду, формирует наш состав, отбирает сильнейших. Якутск – один из самых отдаленных городов страны. Почти со всеми регионами крупная разница в часовых поясах. Акклиматизация – настоящая проверка на стойкость. Конечно, было тяжело. Мы приехали за 5 дней до начала соревнований. Акклиматизация прошла, конечно, не так гладко. Но ничего, мы это перебороли. Это в себе. Начальные бои были тяжелые. Ну, как видите, все хорошо.
Немало плюсов чемпионата в Якутии. Будущая летняя Олимпиада пройдет в Японии. К Якутску ближе, говорят спортсмены. Все финалисты уже гарантированно вошли в состав национальной сборной. Однако до Олимпиады себя придется еще не раз показать. Чемпионат – лишь одно из рейтинговых соревнований. Даже не удивило, а вообще обрадовало то, что само качество бокса, боксеров, то есть на этом чемпионате страны за год по сравнению с чемпионатом страны, который проходил в Грозном, заметно выросло. Так же, как популярность футбола резко поднялась после домашнего мундиаля, в республике надеются, что и бокс после чемпионата обретет еще большую востребованность. Еще сотни, тысячи мальчишек, посмотрев эти бои, которые у нас транслировались в прямом эфире, конечно, загорятся желанием пойти в спортивные залы, заняться боксом. Может, они не станут все великими чемпионами, но то, что уже занятия спортом будут помогать им дальше в жизни, я, конечно же, уверен, что это им всем будет помогать. На неделю Якутск вновь становился спортивной столицей страны. И гости, и хозяева ринга запомнили этот чемпионат как один из самых ярких за всю историю. Сильные соперники, эмоциональные схватки, несмолкающие крики болельщиков и радость победы. Саргалана Захарова, Джолсон Иннокентьев, Якутск. Телеканал «Якутия-24» продолжит следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!